прям сейчас я нажал на кнопочку «Начать трансляцию», и нас видят целых 6 человек. 3, 2, 1. Это Берт Азиев сделал. А сейчас я вот делаю так, чтобы слышали. Это Берт Азиев сделал. А сейчас я вот делаю так. О, все. Я сейчас сделал так, чтобы эхо не повторялось, не было лишних шумов, и вроде бы вас должно быть слышно хорошо. Давайте скажите что-нибудь. 1, 2, 3, 3, 2, 1 или что угодно. 1, 2, 3, 3, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Все, значит, вроде слышно должно быть хорошо. Если есть тут живые люди, и кроме нас троих кто-то еще трансляцию слушает и смотрит, будет отлично, если в чате это... Я смотрю трансляцию. Здесь написано, что 2 человека смотрят трансляцию. Кто-нибудь из вас смотрит? Я не смотрю, если что, я вышел. Уже 3 человека. Ну, все нормально. Ну, в принципе, мы оба это уже довольно-таки большое количество зрителей. Ну, что получается у нас тогда? Я тут, короче, как-то настроил нашу трансляцию. Справа у нас теперь видно чат наш, слева наши аватарки видно. И, наверное, мы, думаю, постепенно можем уже начинать. Ставьте. Это в конце надо говорить. Нам что нужно сделать в первую очередь? Во-первых, давайте сначала мы поприветствуемся. Я уверен, что эту трансляцию, даже если не сейчас будут смотреть люди, то надеюсь, что хотя бы кто-то ее, в принципе, вообще будет смотреть. Я очень на это надеюсь. И я не просто так сейчас вместо того, чтобы играть в Apex, сижу в Ютубе. И, соответственно, давайте сначала поприветствуемся, представимся, скажем, кто мы есть, и постепенно начнем проходиться по нашим темам. Я, наверное, начну с себя и перейдем ко всем остальным. Значит, меня зовут Арчаков Хаваш, я сегодня буду модерировать и задавать, соответственно, вопросы касательно нашего всего этого диалога, который у нас будет проходить, и нашей трансляции. И, в принципе, все. Вкратце, наверное, стоит еще упомянуть о том, было бы хорошо, я сейчас подумал, чтобы каждый рассказал, какая у него профессия, чем он занимается и что он делает, и чтобы зрителям было понятно, кто мы вообще, в принципе, есть, если нас, например, кто-то не знает. Начнем, наверное, с тебя, Берт. Меня зовут Элберт Азиев, можно просто Берт, я UX, UI дизайнер. В принципе, наверное, и все. Вот и все мои достижения. А ты в какой-то компании работаешь? Или ты просто UX-дизайнер? Я работаю в зарубежной компании. Не то чтобы компании, я работаю с одним бизнесменом, который занимается своими стартапами. Я работаю над этими стартапами, в общем. У нас команда международная. Там есть ребята из Ингушетии, включая Хаважа Арчакова. Потом Ибрагим Аушев там также есть. Которого сегодня нету. Он как раз подключился, сейчас нет. В общем, работаем удаленно дома. Ну, не совсем дома, конечно, но мы с ребятами арендуем офис, сделали из этого что-то типа коворкинга, где каждый приходит, у каждого есть свое место, и можно спокойно целый день работать, ни на что не отвлекаться, дома тебя никто не отвлекает, и вот так вот. Понятно. Тогда интересно узнать о нашем еще одном человеке, Микаиле Азиеве. Давайте, Микаил Азиев, уважаемый, расскажите о себе. Вы меня сейчас напомнили, как собеседование проходит, и там приходится рассказывать о себе. Да, действительно. Потом мы тебя будем по PHP прогонять. Ну, в общем, ситуация похожая с тем, что рассказал Берт. Я работаю также удаленно.
но я работаю веб-разработчиком и работаю в другой компании. И в отличие от Берда, я работаю как раз-таки из дома. То есть создал себе условия такие, которые будут подходить, и работаю отсюда. А чем ты именно занимаешься, какое у тебя направление именно в программировании? Я занимаюсь и full, и back, точнее, и фронт, и back разработкой, но помимо этого также в мои обязанности входит и управление командой. То есть ты руководитель технического отдела? Ну, не только технического, даже вот с дизайнером мне приходится обсуждать задачи, то есть, в общем говоря, тимлид. Понял. То есть, чтобы люди понимали, тимлид это человек, который управляет командой и самим процессом разработки какого-то продукта. Вот, как-то так. Понял, круто, отлично. Я вижу, у нас тут люди постепенно вроде бы подключаются. Ва алейкум ассалам всем, кто подключились. Наверное, мы пойдем дальше. У нас тут Ибрагим Аушев подключился. Ну-ка, Ибрагим, представься, расскажи о себе, чем занимаешься, где работаешь. Так, ассаламу алейкум всем. Ва алейкум ассалам. Я, к сожалению, не слышал Берда, но у меня история совпадает с Микаилом. Я тоже работаю из дома, также создал себе условия для дома. Я работал и из коворкинга, когда было скучно уже дома работать, но постепенно я ушел и от коворкинга. Я сам являюсь тоже веб-разработчиком, там фронтенд, бэкенд. По сути, фуллстек, но больше это бэкенд, особенно на последнем проекте. А до этого всегда, по большей части, даже был фронтенд, если меня даже брали на позицию бэкенда. Чего особенного рассказать? Ну, в принципе, понятно. А в каком продукте, в компании, где ты работаешь? Я успел побывать в очень, достаточно количество компаний, там где-то 5-7 штук, даже, может, 10. Короче, я начинал с простого, нас отправили с универа на практику, где нам сразу сказали прямо в этот же день, нужно сделать какую-то платформу для нового коина. Насколько я помню, он назывался, что-то было связано с миром. Peacemaker вроде бы называлась компания, а сам коин, я не помню, как он назывался. А PAX, он назывался PAX. И вот мы начали делать для них вот этот сайт. Они сказали нам, сделайте типа социальную сеть. Мы начали его делать. И постепенно у них были какие-то завязки в этой. Мы работали из Ялты. То есть к ним приходили какие-то заказы. И мы основали какую-то мелкую веб-студию, которая состояла из 4 человек. И все мы были одногруппниками. Мы постепенно делали заказы. И я, по сути, понял, что уже следующий этап – это какая-то компания. И самая первая компания была российская компания Ройстат, московская. Она занимается оптимизацией бюджета вроде бы на рекламу, что-то типа такое. А ты сейчас где работаешь именно вот конкретно на сегодняшний день? Сейчас я работаю в компании Free Fields, как она там называется. То есть мы с тобой работаем в одной же этой компании, но это не сказать, что компания, мы работаем над продуктом этой компании. Это же стартап, по сути. Ну, типа Последние того. 2-3 проекта это мои были стартапы. Ну, если Сейчас уточнять работаю, и да. говорить, то ты работаешь на стартап заграничный, и там ты являешься программистом. И получается, ты программист PHP-разработчик, но в целом ты full-stack разработчик, то есть в двух направлениях. Понятно. Ага, отлично. В роли того, кто ненавидит меня, потому что я дизайнер, и программисты всегда ненавидят дизайнеров. Ну, я тебя ненавижу. Дизайнеров мы, наверное, ненавидим тогда, когда вы к нам с справками приходите. Ну, в целом понятно. Давайте тогда, знаете, как пойдем, если мы в целом уже представились и рассказали о том, кем мы являемся, где мы работаем, наверное, расскажем о том, зачем нам сообщество, вообще, в принципе, интернет, и почему мы его создали, учитывая то, что у нас, может быть, есть и другие сообщества, чем конкретно интернет отличается, можно сказать, от, скажем, любых других айтишных сообществ, и какая главная цель этого сообщества, почему люди должны подключаться к этому сообществу и быть, вот, скажем, вместе с нами. Наверное, Берт лучше всего это расскажет. Как ты говорил, конечно, есть и другие сообщества, только эти сообщества уже не ингушские, а
ну, с соседних регионов, может быть, кавказские, какие-то российские сообщества. Но я примерно знаю, как мыслит среднестатистический ингушский школьник или студент, который, в принципе, хотел бы освоить эту профессию. У него есть какой-то интерес, но он не знает, куда податься, у кого спросить, с чего начать. И когда сообщество именно делает акцент на то, что это именно ингушское сообщество, вот эти молодые люди, они чувствуют себя более комфортно, им удобнее вступать в это сообщество, они чувствуют себя дома, они могут спокойно задавать вопросы, они не боятся задавать глупые вопросы, потому что аудитория, в принципе, Среди своих. своя, как бы. Да. Да. И поэтому, но у нас нету ограничений, запретов для людей других национальностей. К нам может вступать любой человек, но мы вот намеренно специально сделали акцент на ингушскость, потому что, зная наш менталитет, думаю, так больше будем мотивировать к тому, чтобы люди вступали. А для чего это нужно? Вот именно, знаешь, как я задам вопрос. Какую проблему мы хотим решить, создав это сообщество? Кстати, всем валейкум ассалам, кто написал. И какую именно проблему мы хотим решить, создав вот это вот сообщество? Вот интересует это. Которую я вижу, это то, что мир развивается в плане технологий. Технологии во всем мире развиваются интернет, развиваются информационные технологии. И чтобы мы могли двигаться в ногу со временем, развиваться вместе с миром, не отставать от него. Хотелось бы, чтобы больше нашей молодежи, больше молодых ребят осваивали эту профессию, и тем более с учетом нашей огромного процента безработицы, я считаю, что вот именно вот направление информационных технологий идеально подходит для того, чтобы это все у нас развивалось, потому что это очень большие перспективы для молодежи. В этой профессии можно очень хорошо зарабатывать, открываются бесконечные возможности. Но проблема в том, что мало кто у нас об этом знает. Чаще всего, когда школьник заканчивает учебу, чаще влияют на то, что он выберет, по какому пути он пойдет, влияют родители. Но мало кто из родителей, из более взрослой аудитории в курсе про эту сферу, про ее перспективы и всю мощь. И поэтому я считаю, что наша задача просто довести до людей об этой специальности, чтобы все люди знали, а там уже каждый будет для себя выбирать, нужно ему это или нет. Я думаю, есть очень много потенциальных программистов, дизайнеров, которые, если бы они знали про это, они бы с удовольствием этим занимались. Но просто проблема в том, что люди не знают. Ну, в целом, да. В этом и кроется наша основная проблема в Ингушетии, связанная с тем, что у нас есть только два направления. Именно две профессии – это юрист, экономист, но может быть еще строитель. Это прям уникум. И меня интересует, наверное, такой момент. Смотрите, касательно именно Берда, понятно. Если, в принципе, добавить, например, Микаилу или Ибрагиму касательно того, что бы вы хотели видеть, я, наверное, задам этот вопрос таким образом, что бы вы хотели видеть именно в интернете и, то есть, что вы ожидаете от интернета касательно того, если бы вы впервые узнали об интернете и думали, типа, вступать в него или нет. Кажется ли вам, что имеет смысл
в Ингушетии продвигать IT вообще или вообще нету никакого смысла? Вот, наверное, вот задам такой вопрос. Ну, конечно, смысл есть огромный продвигать. И даже у нас в комментариях сейчас как раз написали про индусов. Пока Берт говорил, я как раз подумал про индусов, как сильно они захватили этот рынок во всем мире. И с чем это связано? Я думаю, это связано с тем, что это, скажем так, голодные люди. Они вышли на этот рынок, и они готовы работать. Они цепляются за всякую возможность. И этим самым мы, в принципе, на них похожи, потому что помимо IT у нас добиться каких-то высот, каких-то успехов там, в какой-то профессии, ну, сложно. В основном это какие-то чиновники, которые что-то пытаются сделать, навариться, скажем так. Что-то сделать помимо этого, ну, других возможностей я, в принципе, не вижу. То есть наша, скажем так, основная проблема кроется в том, что нету такой централизованной системы, которая бы регулировала бы именно развитие IT-сообщества, IT-направления. И единственный выход для того, чтобы его как-то развить в нашей республике, это создавать, наверное, такие сообщества. Да. Понял, хорошо. Тогда в целом понятно. Если же у людей в чате есть вопросы, мы их будем читать, постепенно озвучивать, но сначала бы хотели бы донести основную мысль именно нашего сообщества. И озвучивать мы будем, отвечать тоже будем. Так что, если у вас есть вопросы касательно сообщества, касательно того, какую профессию выбрать, или вообще там возник вопрос, связанный с диджитал, там, дизайном, программированием, задавайте, я думаю, скажем, эксперты смогут ответить на ваш вопрос. Тогда... Я дополню. Давай. Что вот, формат статьи я вообще не ожидал. Это для меня было новинка, потому что мне Берт, когда говорил про интернет, он сказал, что это будет просто вроде бы какой-то сайт, где идет связывание там наших разработчиков и т.д. Но когда я увидел запуск этого интернета и эти статьи, меня это, в принципе, впечатлило. И плюс, наверное, чего еще не хватает, это каких-то митапов, где мы могли бы уже собираться, реально типа что-то обсуждать. Вот даже вот эти статьи, которые вы публиковали, чтобы их даже рассказать в формате презентации, чтобы вам могли там же задавать вопросы. И там же и образуется типа костяк, люди знакомятся друг с другом, нежели в чате. Вот этого, наверное, еще не хватает. И плюс на прошлом этапе чеченцы, которые к нам приезжали, в них, оказывается, есть, это был какой-то стартап. И помимо всего этого, они еще обучают разным направлениям, там Unreal Engine, веб-программирование и так далее, даже дизайну вроде бы SLM. Вот такого чего-то тоже не хватает. Но это уже что-то из рода коммерции, потому что туда бесплатно не попасть. В целом у нас были, скажем так, то есть я вам скажу так, в Ингушетии не все плачевно с IT. И за то время, пока я когда приехал в Ингушетию, и за то время, пока я тут нахожусь, я вижу огромную разницу и положительную касательно того, как у нас сильно развивается IT-направление. И, казалось бы, Ингушетия там маленькая республика и в какой-то степени в каких-то отраслях не очень сильно развита, но в плане IT мы можем дать хороший, можно сказать, ответ даже компаниям, которые не находятся на Северном Кавказе или вообще в Кавказе в принципе, потому что у нас, к большому удивлению, есть очень крутые дизайнеры и очень крутые программисты, которые работают и не только на российских компаниях, но и зарубежных тоже. И, соответственно, элементарно, если говорить о митапах, как ты сказал, и вообще таких подобных встречах, то не могу прям говорить конкретно, что Ингушетия – это первая республика, которая начала делать митапы, потому что я не уверен в этом, но могу ответственно заявить, что Ингушетия в числе первых, которые делали больше всего митапов касательно IT-направления по программированию там и вообще, в принципе, связано с этой темой. Так что у нас есть, скажем, хороший такой потенциал, но
хотелось бы, чтобы была инициатива не только у тех людей, которые проводят эти митапы, но была и инициатива у, скажем, самого ингушского сообщества, у вообще ингушей в принципе. Потому что если... Тут был очень хороший момент касательно именно комментария, что не хотелось бы, чтобы создавалось опять очередное сообщество программистов, и в итоге через некоторое время оказалась 404-я страница. Ну, типа, что его просто забросили. И, наверное, отвечая... Страницу можно сделать красивой, если ее красиво оформить. И дать какую-то надежду. Но при этом хотелось бы отметить очень важный момент. Возьмем элементарно Берда. Чтобы вы понимали, Берд первый предложил идею касательно того, чтобы мы сделали это сообщество. И постепенно подключился уже Микаил, Ибрагим подключился, я и все остальные. И вот так мы подумали, что было бы круто, если бы мы сделали бы вот такое вот сообщество. И проблема всей этой ситуации в том, что кроме вот 5, 3, 4 человек никто больше не проявляет инициативы. И для того, чтобы такое сообщество крутое, скажем так, не умирало и продвигалось дальше, нужно, чтобы и сами люди, которые участвуют в этом сообществе, помогали самому сообществу, IT-сообществу нашей Ингушетии. Так что вот из-за этого призываю, наверное, всех тех, кто к нам подключились, чтобы они тоже пытались там, если у вас есть желание, вообще без проблем, просто пишите в чате, мы можем вас подключить к нашим подкастам, к нашим трансляциям и обсудить те темы, которые будут интересны нашему сообществу и вам в том числе. Так что в этом плане стесняться тоже не стоит. Вот как-то так я хотел отметить. Тут есть... Кстати, многие стесняются. Типа вот как раз-таки то, о чем я говорил, Ибра, почему я сделал именно ингушское сообщество, чтобы меньше стеснялись. Ну, опять же, оно стеснение остается, потому что когда я, например, даже сижу, например, в нашем чате, где только мы Solvo, и то у меня возникает мысль, а не буду ли я выглядеть глупо, когда задам этот вопрос? Даже я, человек, у которого там, более чем 3-4 лет опыта работы. И мне кажется, для того, чтобы вот такого стеснения не было, нужно каждый раз говорить о том, что мы были такими же, как и вы. То есть мы ничем не круче вас. От этой черты вообще избавляться, бояться показаться глупым. Даже, с одной стороны, вот когда ты даже ведешь стрим, это же в прямом эфире все, ты можешь в каком-то месте какую-то глупость сказать, ты боишься это делать, но на самом деле нужно от этой черты избавляться, чувствовать себя всегда свободно, тем более это такой узкий круг людей, где нету большой аудитории, здесь все люди свои, все занимаются одним делом, все друг друга понимают, кто-то лучше знает, кто-то хуже знает, поэтому нужно как-то стараться быть активнее, надо переламывать в себе это. Это очень важно. Давайте тогда дальше пойдем, потому что мы, в принципе, объяснили то, что мы хотели бы сделать из этого сообщества и какую цель мы преследуем в принципе. Наверное... Вопросы посыпались. Мы на эти вопросы обязательно ответим. Просто если мы сейчас будем сходить с темы наших уже установленных, это немножечко затянется. Я предлагаю поступить в следующем формате. Мы сначала будем 1-2 темы обсуждать, переходить к чату, на самые интересные вопросы обсуждать, отвечать точнее, и обратно переходить к нашим темам, чтобы не затягивать нашу трансляцию. Вот предлагаю сделать таким образом. Давайте тогда сделаем дальше. Вот обсудим вторую тему касательно... Смотрите, надо уточнить такой момент, что вот это вот сообщество, интернет, не является только для программистов. Мы не преследуем целей опять создать сообщество, где будут только одни программисты. И хотелось бы сделать так, чтобы в нашем сообществе интернете были не только айтишники, но и дизайнеры в том числе. 3D-дизайнеры, UI-дизайнеры, UX и так далее. И чтобы мы друг другу могли помогать, и если есть какой-то заказ, если есть возможность там помочь кому-то или подсказать, провести конкурс, например, то мы вот хотим сделать что-то вроде этого. То есть сообщество не будет просто содержать в себе там
диалог, где просто люди будут обсуждать. Берт подал очень хорошую идею и сказал, что было бы круто, если бы мы делали еще конкурсы. И там по дизайнерской части конкурсы, иншаллах, будут конкурсы, связанные и с программированием в том числе. Так что готовьтесь, что-то из этого точно будет. Пойдем, наверное, дальше. Давайте вкратце, чтобы людям было понятно вообще, что происходит в том направлении, которое мы будем обсуждать, какие есть профессии. То есть обсудим самые такие профессии, которые мы лично знаем. Это UI UX дизайнер, фронт-энд, бэк-энд разработчик и мобильный разработчик. Чисто то, что людям было бы больше всего интересно узнать и что нужно сделать для того, чтобы как бы понять, что из этого тебе выбирать. Наверное, начнем с дизайнерской части, из UI, UX. Хотелось бы вкратце услышать, Берт, о том, какую задачу решает UI, UX дизайнер и кто это вообще такой. Ну, сперва хотелось бы отметить, что в IT на самом деле очень много профессий. Почему мы сейчас делаем упор на UI, UX дизайн и веб-разработку? Потому что вот как раз-таки группа инициаторов, которые организовали это сообщество, они из этих профессий, и они, в принципе, не могут ничего сказать про другие профессии. Поэтому мы сейчас говорим только то, что мы сами знаем. Что касается UI, UX, ну, хотелось бы уйти в прошлое немножко. И когда я был студентом еще, я уже закончил университет, и мой младший брат Тамерлан Азиев, он учился в университете в Москве. И тогда я занимался тем, что делал какие-то сайты. В основном это было на движках, на шаблонах, но у меня были уже какие-то знания в HTML, CSS, jQuery. И тогда в это время не было такого понятия UI, UX. Тогда сайты, в принципе, все, что в интернете было, раньше делали веб-мастера. Веб-мастер – это человек, который и программирует, и создает дизайн. И не было вообще такого, что сначала делается дизайн, потом из этого дизайна делается сайт. В основном, ну, были, конечно, какие-то крупные, серьезные компании, но в основном это делали веб-мастера, просто на глаз накидывали там правую, левую колонку, шапку, логотип, и все это делали. Потом Тамерлан Азиев, он, брат, увлекся motion дизайном. Это есть такая программа After Effects, в нем делается анимация, различные анимационные эффекты, ролики анимационные и так далее. И тогда он активно занимался изучением английского и как раз развивался в motion дизайне. Он много сидел на зарубежных сайтах и заметил такую тенденцию, что появилось направление такое UI, UX дизайн, как раз время, когда это только начиналось. И, в принципе, я познакомился с этим направлением через него. И он начал раньше меня и развивался, и достиг хороших таких результатов. Я думаю, многие уже слышали. И я долго не мог определиться, что мне больше подходит, дизайн или веб-разработка. Но в конце концов уже, может, это было для меня и немножко поздновато, но все равно перешел в дизайн и начал тоже активно развиваться. Что такое UI, UX? Ну, я скидывал статью, как раз гайд, он у нас висит в сообществе, он закреплен, можно зайти, почитать, но вкратце это человек, который отвечает за то, как выглядит сайт, насколько он удобен для пользования. Ну, в принципе, это основные его задачи
задачи UI, UX дизайнера. А можно мне спросить, мне всегда было интересно, вот, например, дизайнер, он сам решает, типа, как будут расставлены элементы на сайте, или он от чего-то отталкивается? Ну, есть какие-то там паттерны, шаблоны проектирования и так далее. Дизайнер, на самом деле, это сегодня очень большое, широкое понятие. Уже в дизайне очень много различных направлений. Дизайнер, веб-дизайнер, он делится на UX, это пользовательский интерфейс, и задача как раз-таки UX-дизайнера — это перед тем, как что-то на белом листочке набросать, он сначала проводит какой-то research, аналитику, проводит опросы, составляет какие-то карты пользовательских путей. На основе всех собранных данных он уже начинает проектирование. Он проектирует, он сначала составляет концепцию, потом проектирует, потом все это переводится в прототипы, а потом уже в самом конце только из этого делается окончательный дизайн. А вот я помню, когда еще учились в универе, нам что-то рассказывали, и вот, например, если речь идет о e-commerce проекте, то там же, всегда, например, корзина должна располагаться справа, вот эта менюшка, она обязательно должна быть сверху, там же есть такие правила? Вот это единственное, что я запомнил, типа. Есть очень много исследований на эту тему, есть уже паттерны какие-то готовые. UX-дизайнер, он всегда от этого отталкивается уже от каких-то уже готовых решений, от паттернов, исследований, как вообще себя пользователь ведет, когда в первый раз заходит на сайт. Конечно, каждый раз, когда ты делаешь, нет смысла проводить большое исследование, как себя человек ведет на сайте. Это уже все готово, велосипед не нужно изобретать. Но основываясь на вот этих паттернах, дизайнер проектирует уже сайт. А насколько часто, вот, например, если ты работаешь в фигме, то ты же не с нуля создаешь какие-то элементы, там, если это range там, от 0 до 100, где ты выбираешь, ты же этот компонент выбираешь из того, что тебе предлагает, например, фигма или еще что-то типа, или ты сам это делаешь? Дизайнер, я как писал в статье, у дизайнера есть насмотренность. Чем опытнее дизайнер, тем больше насмотренности. То есть практически все случаи, допустим, если ему нужно как раз-таки сделать вот этот рейндж, у него уже в голове есть множество примеров, как это делается и делалось в других местах. И он в основном все это берет из своей головы, из памяти, и основываясь на этом делает. Конечно, и уже более опытные, они стараются креативить, придумывать что-то новое. Как раз-таки даже вот общепринятые какие-то нормы он пытается немножко менять, задает тренды, если говорить коротко. Самые опытные, самые известные дизайнеры, они задают тренды, и вот так. Давайте тогда дальше пойдем. Касательно именно дизайна в целом, уже понятно, что это такой UI, UX, это, как я понял, то, что позволяет программистам отобразить пользователю. То есть сначала дизайнер это нарисует, скажет, сайт будет выглядеть, или мобильное приложение будет выглядеть вот так вот. Потом уже подключается фронт-энд разработчик. И фронт-энд разработчик какую задачу выполняет? Выполняет задачу именно того, чтобы вот этот дизайн превратить уже в полноценный тыкабельный, скажем так, какое-то приложение или сайт, чтобы можно было уже оживить то, что было нарисовано. И, наверное, про фронт-энд, я думаю, я могу вкратце рассказать. И по бэкэнду у нас есть два крутых специалиста, это Микаил и Ибрагим, и они могут от себя тоже добавить. Что такое фронт-энд, если говорить простым языком? Это такое направление, когда вы заходите на любой сайт, который вы посещаете, то, что вы видите на этом сайте, то, что можно кликнуть по кнопке, то, что можно кликнуть там, когда вы заходите в ВКонтакте, нажимаете там
не знаю, профиль, все, что вы можете тыкать, это делает фронтенд разработчик. Он позволяет вам визуально отобразить и создать интерактивность между самим сайтом и пользователем. То есть позволяет сделать так, чтобы при нажатии на кнопку происходило что-то. И при этом говорит, что цвет у кнопки будет такой, анимация будет такая, там и так далее, и так далее. То есть все, что видит пользователь, это фронтенд, то есть передняя часть сайта. И вот, наверное, вот так вот вкратце можно это описать. Касательно говоря о том, кто такие фронтенд-разработчики, то они уже делятся на разные направления, как и, в принципе, бэкенд-разработчики в том числе, ну и мобильные и так далее. И есть языки программирования, есть технологии, которые используют разные фронтенд-разработчики. И, соответственно, нужно уже там в дальнейшем определяться, какого именно направления ты хочешь быть фронтенд или бэкенд разработчиком. Чтобы было более понятней, можно это интерпретировать как, например, не знаю, с медиками. Это есть стоматологи, хирурги там и так далее, и так далее, и так далее. То есть недостаточно быть медиком, у тебя есть конкретное направление. Примерно так же и строится в программировании. Недостаточно быть просто программистом. И когда тебе говорят, что ты можешь починить микроволновку, возможно, этот человек, который может починить микроволновку, является какой-то компанией фронтенд-разработчиком. И тут, соответственно, вот в программировании делится на разные направления, то есть на фронтенд, на бэкенд и так далее, и так далее. И, в принципе, давайте узнаем тогда, что такое бэкенд, если по фронтенду уже понятно. Подожди, а вопросы по фронтенду? Смотря какие. У меня первый вопрос был, насколько часто тебе приходилось, во-первых, чинить микроволновки? Микроволновки мне приходилось чинить один раз, когда у нас сломалась розетка, и не было понятно, это сломался провод или сама розетка. И я не знаю... У тебя остались лишние детали? К сожалению, микроволновка не заработала, и потом ее пришлось ремонт отдавать, но при этом я смог ответить на вопрос, являюсь ли я починщиком или ремонтником микроволновок или нет. Оказалось, нет. И, ну, по крайней мере, мне приходилось настраивать в Триколоре каналы, так что в целом я себя могу называть программистом. А по сути, ну, типа, все же знают, что такое фронтенд, что такое бэкенд. Ну, у всех же, по большей части, возникает вопрос, что сложнее, типа, Ну, фронтенд или смотри, бэкенд. понимаешь, опять же, мы же больше хотим, чтобы молодежь, именно те, кто вообще не шарит в программировании, подключились к нам. И тут момент в том, что когда я только изучал программирование, ты в том числе и все, мы не знали вообще, что такое фронтенд, бэкенд. Мы знали, что есть слово программирование, и нам прям этого хватало, чтобы убедиться в том, что нам предстоит тяжелый путь. Тут уже, прежде чем вообще начать изучать программирование, прежде чем начать изучать язык какой-то, нужно сначала ответить самому себе, что ты хочешь создавать. И отвечая на этот вопрос, примерно там, хочу создавать сайты. Ты такой решил, я вот хочу создавать сайты. Нужно взять и уже гуглить, как создавать сайты. Ну или зайти в интернет, спросить у программистов, которые участвуют в этом сообществе. И тебе помогут ответить на этот вопрос. Когда ты поймешь, что есть такая штука, как фронтенд и бэкенд, стоит попробовать и то, и другое. Не стоит зацикливаться на одном. Там уже становится понятным дальше, в каком именно направлении ты хочешь двигаться. Наверное, так, мне кажется. Не знаю, я вообще ответил на твой вопрос или нет, но мысль мне пришла именно такая. Говоря, фронтенд разработчик — это тот, кто переводит дизайн в код, а бэкенд — это тот, кто этот код заставляет работать, ну, кто занимается... В общем, бэкэндер Микаэл у нас молчит, он должен был продолжить мой начатый монолог. Не перевели внимание на меня, вопрос не задали, поэтому... Давай тогда скажи, пожалуйста, Микаэл, касательно именно бэкэнда, что вообще бэкэндеры делают, когда разрабатывают сайты, есть фронтенд, бэкэнд. Что такое вообще это слово бэкэнд? Кто это такие? Ну, так как нас тут двое бэкэндеров, я постараюсь ответить так, чтобы Ибрагим тоже мог от себя что-то дополнить. И я хочу немножко уйти в историю бэкэнда, как он появился. А до этого вообще, наверное, стоит сказать про само слово бэкэнд, что это значит. Ну, это
получается, задняя сторона чего-то. То есть та сторона сайта, которую мы не видим, с которой мы не взаимодействуем. И как вообще возникла потребность в бэкэнде? Как мы знаем, интернет начинался с простых страниц, которые просто предоставляли информацию. В самом начале интернетом пользовались только военные организации, а потом уже это все перешло уже и на простых людей, и таким образом появилась необходимость того, чтобы вместо того, чтобы там создавать каждую страницу по отдельности, это все было необходимо как-то автоматизировать. То есть представим такой сайт, где у нас есть статьи, и для того, чтобы добавить новую статью, не имея бэкэнд, мы это можем сделать, но для этого нам надо скопировать страницу со старой какой-то статьей и просто поменять там текст. Но это стало неудобным, и поэтому бэкэнд решает такую задачу, что данные хранятся в таком виде, в котором пользователю их легко туда вбивать через админку каким-то образом, он просто забивает данные, а то, что эти данные подставляются уже в странице, это происходит автоматически, и именно этими занимается бэкэнд. А в бэкэнде, кроме самого того, что автоматически подставляется, там есть что-нибудь, где это все хранится? Где именно хранятся эти данные сами? На самом деле бэкэнд решает очень много задач помимо этого, и в том числе хранение данных происходит. Для этого есть специальные базы данных. Происходит хранение данных, может происходить какие-то дополнительные запросы на другие сервисы, там, погоду запросить, еще что-то, что нужно именно для нашей страницы. И вся эта информация уже отдается в формате HTML в браузер, чтобы его увидел уже клиент, пользователь. Такой вопрос. Когда я захожу ВКонтакте и отправляю сообщение, там, неважно кому, и нажимая «Отправить это сообщение», объясни мне, пожалуйста, что в этом случае происходит и кто как взаимодействует? Когда ты отправляешь сообщение, это сообщение попадает на сервер ВКонтакте. Приходит запрос, оно попадает на сервер. И раньше, как делали чаты, происходила постоянная проверка, фронтенд запрашивал, то есть ты отправил сообщение, допустим, Берд с тобой общается в этом же чате, и у Берда на компьютере постоянно происходил запрос этих сообщений с сервера, где мы их сохранили. В данный момент это делается по-другому, то есть сервер сам дает знать компьютеру Берда в данном случае, что появилось новое сообщение и отправляет его. И таким образом происходит взаимодействие. То есть, как мы выяснили, у нас есть сервер, чаще всего один сервер, это такой же компьютер. Но может быть их и много. На крупных проектах бывает много серверов. И сервер, наш бэкэнд как раз выполняет такую функцию, что занимается всей работой на этом сервере. Понятно. То есть, получается, у нас есть сервер, который является, по сути, что-то вроде бэкэндом, и он все вот эти данные, которые мы будем передавать при нажатии на кнопку, они доставляются на бэкэнд, и он их сохраняет у себя где-то там вообще на отдельном компьютере, про который мы не знаем, и будет их возвращать обратно на фронтенд, то есть в сам браузер. Ага, понял. Хорошо, с этим понятно. Ну, в принципе, тогда уже складывается более-менее понятное, скажем так, ощущение касательно того, кто вообще есть в IT, в Digital, какие есть направления, и мы уже сегодня вроде как поняли, что есть UX, UI-дизайнеры, есть фронтенд-разработчики. UX, UI-дизайнеры — это, получается, люди, которые рисуют дизайн на мобильное приложение, на сайт и отдают его фронтенду. Фронтенд-разработчики — это люди, которые превращают дизайн в уже там
сайт полноценный, можно сказать, на который можно кликать, там, делать какие-то действия, анимацию показывать, но при этом фронтенд не может сложные какие-то большие данные сохранять у себя. Он просто отображает что-то и делает интерактивность между самим сайтом и пользователем. То есть вот это вот делает внешнюю часть сайта, делает фронтенд. Далее, для того, чтобы хранить данные о твоем профиле, о том, чтобы я мог с тобой переписываться и, например, сохранять картинки там с кошками или мемесы, то это все нужно отдавать в бэкэнд. И бэкэнд это все у себя хранит и возвращает фронтенду, когда это нужно. А задается тогда самый ключевой вопрос, на который ответит уже Ибрагим. Понятно, бэкэнд ясно, фронтенд ясно и дизайн ясно, но есть же еще мобильные приложения. И какие вообще есть способы разработать именно мобильное приложение и как это все устроено? Так вкратце хотелось бы узнать. Ну, я еще дополню насчет бэкэнда, что на бэкэнд, ну, в чем отличие, главное отличие бэкэнда от фронтенда и там мобильных и т.д. На бэкэнде еще хранится вся бизнес-логика. То есть помимо того, что ты просто сохраняешь эти данные, ты с этими данными еще что-то делаешь, там, подгоняешь их под какие-то условия бизнеса, то есть это тоже хранится на бэкэнде. В основном, типа, как делается? Пишется какой-то стабильный бэкэнд, а фронтенд там и мобильные все эти приложения должны под него подстроиться, чтобы, ну, их вообще можно было легко менять. Бэкэнд же, он же редко меняется, а вот дизайн сайта там и так далее, это все очень часто меняется. А насчет мобильных приложений, то тут отличия от фронтенда, ну, практически нет. То же самое им дизайнер дает какие-то там эти картинки, что им нужно сделать, они, по сути, это реализуют и выдают. Сейчас мобильная разработка делится на несколько частей. Это нативные приложения. Это когда ты, например, если ты делаешь для iPhone приложение, то ты пишешь четко на языке Swift, который типа разработал Apple. Но это обходится дорого, потому что тебе нужно разные команды нанимать для iPhone, для Android, но для всех платформ. И есть кроссплатформенные языки, это что-то типа там React Native, Cordova и так далее. Вот они позволяют тебе писать кроссплатформенный код, то есть ты один код можешь писать на несколько платформ. То есть кроссплатформенность это когда ты, как ты сказал, написал один код на каком-то языке, и он будет работать на iOS и на Android в том числе, одинаково. Да. Ну, не одинаково, там, опять же, есть какие-то свои эти различия, там, для айфона там очень много каких-то этих запретов, там даже, там, насколько помню, очень сложно даже вот эти нотификации реализовывать, потому что я на прошлой работе очень часто работал с этими мобильными приложениями, и там приходилось прямо, вот именно с айфоном было больше проблем, потому что у них много этих ограничений. Ну да, кстати, там такое есть. И сейчас основные эти языки, ну, например, у Фейсбука появился свой язык для мобильных приложений, он React.js, это, по сути, получается фронтендовский язык, и от него наследовались и написали React Native. Это, по сути, вы переводите свой JS-код, я не помню, как это точно называлось, поправь Хвашка, V8 или как там? Какой движок там сказать? Там суть в том, что вообще язык программирования есть JavaScript. И когда мы пишем на языке программирования код, мы его пишем обычно на фронтенде. И разработчики Facebook решили такие: окей, люди хотят создавать мобильное приложение, но для этого нужно выучить Java, там Swift и что-то еще. И это какие-то такие сложные какие-то вещи, которые как бы начинающий человек не понимает. И, соответственно, люди, которые фронтенд создают, им сказали: вот смотрите, пишите тот же код, который вы пишете, но теперь вы еще можете этот же код писать для того, чтобы разрабатывать мобильные приложения. Вы сможете его писать на iOS и Android. И из Facebook чуваки сказали: вот смотрите, вот вам технология. Она называется React Native. Вы с ней можете ознакомиться или в принципе знакомы фронтенд-разработчики. И уже Facebook предоставил возможность на одном языке написать на 2 платформах, даже на 3, на 4, там BlackBerry, там на Samsung TV и на прочее, написать приложение. При этом я буду писать один код на одном языке, и он будет работать на всех платформах, которых я захочу. И в итоге это очень сильно помогло бизнесу именно вот сделать вот такие вот приложения. Опять же, есть
такие сложные моменты касательно того, насколько это хорошо или плохо, но это отдельная тема. И Ибрагим очень верно отметил касательно именно распределения. Вот это вот нативный код, что это такое? Он уже объяснил, это когда ты пишешь код, и он только на одной штуке, на одной платформе работает. Его нельзя, вот, например, написал ты на андроиде, нельзя его написать, этот код нативный, то есть встроенный код на одну платформу, нельзя его написать на iOS. Есть кросс-платформенность. Кросс-платформенность — это значит, когда на двух технологиях, на двух платформах работает один код. Что ты хотел, Бер, добавить? Я извиняюсь, что прерываю, но хотел бы сказать, что мне кажется, мы сильно углубляемся сейчас в технологии, так как у нас сегодня ознакомительная больше такое встреча. Я думаю, было бы лучше. Да, ты в целом, в принципе, прав, мы тут загнули. Ну, да. Давайте тогда мы завершим эту тему, потому что мы уже реально углубились. Ну, проще говоря, есть и мобильные разработчики тоже, которые пишут на разных языках. И есть люди, которые могут писать один код на нескольких платформах, есть люди, которые могут писать один код для одной платформы. Вот, как-то так-то можно писать. Вообще, вот здесь отмечал в комментариях Хамзат Сейнароев, что где этот комментарий, что я его потерял. Для многих IT все еще остается чем-то непонятным, странным и очень сложным. И мне кажется, наша задача как раз-таки преподнести эту профессию так, чтобы это не казалось сложным и странным. На самом деле, по большому счету, это несложно. И, когда человек уже начинает это изучать, это на самом деле несложно. Мы, как программисты, как дизайнеры, мы не ходим в таких строгих костюмах, мы с серьезными лицами. Мы выбираем сами для себя формат комфортный для работы. Мы шутим, мы играем в футбол в офисе. В общем, хотелось бы, чтобы молодежь не боялась входить в эту профессию, чтобы это... наша задача показать на самом деле все как есть. Ну, в принципе, ты верно говоришь. Опять же, давайте мы не будем зацикливаться, ты очень верно отметил. Хотелось бы, чтобы, наверное, люди, которые нас смотрят или будут смотреть, понимали, что в IT можно влиться. Хотя мы сейчас начали про React Native и про все прочее говорить и загнули. Это наша профессия, извините. Нам бы в любом случае хочется. Более подробные вот эти темы уже в будущем обсуждать. Да. Как Native и по дизайну, и по всему прочему. Но, в принципе, я думаю, людям уже, надеюсь, стало понятно. Опять же, не хочется зацикливаться на том, что тут только сидят программисты. Хотя у нас, к сожалению, пока не все дизайнеры могут подключиться. Следующая трансляция, напомню, точнее уточню, следующая трансляция, которая будет, никак не будет связана с программированием. Ноль, просто вообще не будет IT. Мы будем обсуждать только дизайн. То есть в следующей трансляции те, кто увлекаются дизайном, могут подключиться к ней и послушать крутых дизайнеров там из разных компаний, которые будут, по крайней мере, там будет Берт и, может быть, еще несколько человек, очень надеюсь. Ладно, давайте тогда будем постепенно завершать нашу тему, потому что уже мы час ведем трансляцию. Давайте быстро переходить к следующим темам и закрывать нашу трансляцию. Давайте сначала поймем следующий момент. Мне бы, наверное, хотелось понять, как у нас... Хорошо, вот давайте я задам вполне логичный вопрос. Вот мы сейчас все сидим и такие рассказываем про то, что можно там программирование выучить, там дизайн выучить. Это все круто, это все очень классно, да, вы молодцы, я молодец, мы все молодцы. Но при этом мы не отвечаем на самый главный вопрос. А можно ли в Ингушетии на этом пытаться зарабатывать? И как, в принципе, этому всему учиться? То есть я, например, хочу выучить дизайн. Вот мне очень интересно, например, изучить дизайн, например. И
есть ли у меня шанс в Ингушетии начать зарабатывать на дизайне? И если есть или нету, неважно, как мне научиться этой профессии? Программирование или дизайн? Давай сначала про дизайн узнаем. Но если говорить про дизайн, то если подойти к этому вопросу с другой стороны, у многих сложилось такое мнение, что освоив профессию дизайна или программирования, неважно, то в Ингушетии нельзя найти работу, это в Ингушетии не востребовано. Но на самом деле это так и есть, но нельзя зацикливаться именно на Ингушетии. Сегодня же век интернета, где стерты все границы, ты можешь работать где угодно, в любой стране мира, сидя дома. И причем даже я советую работать, выходить за пределы, потому что ты набираешься опыта. Нужно работать там, где больше опыта ты можешь получить. Поэтому вот так, я думаю, в Ингушетии, может быть, ты не найдешь такую высокооплачиваемую такую работу, но в начале, на начальных этапах ты можешь практиковаться в Ингушетии, да. Но надо в любом случае выходить как можно скорее. Сначала выходить на другие регионы, на Москву, на Питер, потом выходить за рубеж. Звучит это легко. Звучит это очень легко, но при этом На самом деле, это вообще нелегко. и делается, и звучит это легко, и в реале это тоже не так сложно, если ты, допустим, если ты освоил эту профессию, то это несложно. Сложно именно осваивать, может быть, для кого-то, потому что кто-то осваивает очень тяжело, неохотно, он это делает, чтобы только с намерением зарабатывать, но он от этого не получает удовольствия. Но есть много людей, которые и удовольствие от этого получают, и зарабатывают. Но когда ты получаешь какой-то опыт, ты становишься опытным, тебе даже, в принципе, не нужно искать эту работу, тебя находят, потому что в мире очень большой спрос, очень сильный дефицит на хороших программистов и на хороших дизайнеров. Я не скажу общими словами на программистов, потому что именно на хороших программистов спрос есть. Вот даже если привести пример стартапа, где мы работаем, до того, как мы туда пришли, ингуши, дагестанцы, там над этими стартапами работали индусы. И вот после того, как мы туда пришли, они очень, можно даже сказать, счастливы, что они вышли на нас, что они нашли нас, потому что они видят контраст качества, насколько они плохо работали, некачественно, и насколько мы хорошо все это делаем, им нравится. Поэтому и стоит отметить, что есть, даже в нашем стартапе до сих пор есть вакантные места, они ищут разработчиков. Просто обидно, что некому предложить. У нас мало специалистов, можно на пальцах сосчитать. Есть новички, конечно, но мы, к сожалению, пока не можем новичкам предлагать, потому что сейчас именно у нас требуются более опытные люди. Но любой новичок, если он этим занимается, он со временем становится опытным человеком. Я хотел сказать, Берт как раз напомнил мне про это, то, что в тех компаниях, в которых мы работаем, время от времени возникает какая-то потребность в специалистах. И вот недавно у меня было 2 раза, что один раз мне надо было найти разработчика в нашу команду, и мне просто-напросто некого было посоветовать. И второй раз там просили уже целую команду разработчиков, и, соответственно, тоже я не смог никого посоветовать, и они стали искать уже своих разработчиков. Что я хотел бы тут отметить, что любой человек, который хочет заниматься этой профессией, он должен быть наготове. То есть не будет такого, что сначала появится вакансия, и ты начнешь изучать, и тебя возьмут на нее. Ты должен сначала изучить и быть готовым, чтобы
при возникновении каких-то вакансий, чтобы ты уже откликнулся на них. Да, я, кстати, встречал вот этих чуваков, которые, ну, типа, ждут вакансию, чтобы потом уже обучиться. Ну, такие люди, во-первых, никому и не нужны. У них же нет знаний, по сути. Это как уточнить, типа, не понял. Ну, они хотят попасть на проект и там уже чему-то научиться, нежели, типа, сделать какие-то несколько своих проектов, сделать какое-то портфолио и потом подавать вакансии. Ну, кстати, да, есть такая проблема. Еще один момент я хотел сказать про то, что Берт сказал, когда начинает в этой профессии человек, он начинает с региона, потом переходит на Россию и потом уже может входить на мир. Я хотел бы именно сконцентрировать внимание на России и сказать, что за все время моей работы у меня ни разу не получилось выйти в российскую компанию. То есть я считаю, уже 7 лет я работаю в этой области и в 3 компаниях поработал, и все это зарубежные компании. И мне почему-то было легче устраиваться именно в зарубежные компании, нежели в российские. А почему? То есть объясни, это связано с твоей национальной принадлежностью или с чем? Но мне почему-то кажется, что в российских компаниях к нам относятся предвзято. К кавказцам ты имеешь в виду? Да. Когда меня спрашивают на собеседовании, откуда я говорю из Ингушетии, там иногда бывают такие вопросы: а у вас там интернет хороший? Что-то такое. Поэтому... То есть нас считают пещерными людьми, типа, да, что, у вас что, свет есть? Да. И помимо этого, зарубежные компании намного выгоднее будут для нас. Они, соответственно, оплачивают лучше. Единственное, что придется изучить, это надо знать английский. Хотя бы на начальном уровне. Смотри, Михаил, тут на самом деле в какой-то степени я с тобой согласен, в какой-то нет касательно именно национального вопроса. У меня есть примеры, где люди прям не с русскими именами и фамилиями работают в крутых российских компаниях. Есть чеченцы, которые с чеченскими фамилиями и именами вот прям такими работают в российских компаниях. Мне, знаешь, как кажется, или ты вероятнее всего сталкивался с теми компаниями, где вот такое происходит, вероятнее всего, или же это вообще редкий случай, потому что, тут сложно согласиться. Это, знаешь, это как повезет. Это, например, как с преподом в универе. Не все преподы предвзято относятся к кавказцам. Как бы ни говорили, когда студенты приходят в московские там вузы или неважно куда, иначе коризм. Вот это не про всех преподавателей, можно сказать. Да, действительно, я сам пытался просто найти объяснение тому, почему в российские компании так сложно выйти, и намного проще выйти в зарубежные компании. И это единственное такое объяснение, которое я нашел, но я сам не особо согласен. Можно я дополню? Да, конечно. У меня тоже был опыт прохождения собеседования в российских компаниях, и все шло хорошо до того момента, когда я говорил, что я из Ингушетии, и сразу чувствую нет голос. Но я думаю, это не из-за того, что у них есть, они нас не любят, или вопрос национализма или национальности. Я думаю, это просто из-за того, что они не верят, что у нас есть хорошие специалисты. Блин, я сейчас не хочу ни в коем случае, чтобы зрители, те, кто будут смотреть, прям точно верили тому, что мы сейчас обсуждаем касательно национализма, потому что, скажу, бывает разный опыт. У Михаила один опыт, у Ибрагима может быть другой опыт, но те люди, которые, как Михаил сказал, ему кажется, относятся предвзято, они делают это не из-за ненависти к нам,
из-за того, что они просто Ну, сомневаются. сомнения есть. Но я вот А говорю, что я можно в задать один Ингушетии живу. уточняющий вопрос? Мгм. Вы, наверное, про ранние какие-то года говорите, но потому что в последнее время вообще не важно российским Да, компаниям, где ты вообще этого не работаешь. замечаю. Да. Я Или, может, говорю, не что застал я эти живу, времена. я вот как только собеседование, когда проходил, джуном, когда был медлом, для меня являлось важным, чтобы я сказал, что я, во-первых, в Ингушетии живу, и я это вообще скрывать не хотел. Я живу в Ингушетии, некоторым компаниям, вот, например, в одной компании, где я работал, я там говорил, что я мусульманин, я живу в Ингушетии, в пятницу с часу, точнее с 12 до 3 меня не будет. Я не смогу с вами на митапах сидеть, и я буду в мечеть ходить. Вот я вот так, как и есть, сказал. И в итоге мне работодатель, мой project manager, сказал: все, никаких проблем. Мы понимаем отлично, очень хорошо относимся к твоему решению, никаких вопросов нету, ходи в мечеть, и когда освободишься, просто нам дай знать. Все. То есть это такие редкие случаи. Опять же, когда я собеседовался в другие компании, я тоже там говорил, что из Ингушетии, что я ингуш, прожила рядом с Чечней, и ну никто мне ничего не говорил, типа: блин, ты что, типа хач, что ли? Ну тогда извини, мы тебя не готовы взять. Вот, ну прям вот такого вообще не было. Ну, не знаю, я не столкнулся с Я таким. говорю, у них нету, это не из-за ненависти, это просто из-за того, что они сомневаются, что, у них, наверняка не было опыта, что вряд ли они где-то видели ингушей-программистов или дизайнеров, их можно на пальцах сосчитать. И когда к ним случайно какой-то ингуш попадает, они могут не поверить, что из 3 программистов в Ингушетии именно вот этот хороший программист к ним пришел. Может быть, я думаю, любой работодатель, он заинтересован в том, чтобы у него работает. Хорошего специалиста найти. И Ибрагим верно отметил, хороший вопрос он задал, в какое время это у вас было. Потому что я с Ибрагимом согласен в том, что последние несколько лет, 2-3 года, вот я вообще этого не замечал. Вот 0 раз. Да. И можно еще один вопрос, тут в чатике задавали, мне тоже было интересно, а как вообще выходить на зарубежные компании? Мне, допустим, повезло с тем, что я знаком с вами. Михаил же, он уже это его... На этот вопрос Михаил, ответит лучше всего. Ну, я могу сказать, как у меня это произошло. На самом деле, это не я выходил на зарубежную компанию, а они сами. То есть у них в штате был какой-то работник из России, и этот работник разместил вакансию на мой круг на российском сайте, и через этот сайт я впервые вышел на зарубежную компанию. Помимо этого, можно завести аккаунт на LinkedIn, еще на каких-то сообществах специализированных. И когда вы там будете вести активно деятельность, когда у вас будет заметно, я думаю, время, когда придет, на вас обратят внимание. Иншаллах. Давай я попробую попасть в эту, указать на эту компанию, про которую ты говорил первое. Это Хисалибер. Они до сих пор размещают вакансии в этом моем круге, я часто натыкаюсь. Я даже один раз успел там поработать, а второй раз я даже проходил собеседование, проходил тестовое задание и так далее, эту компашку. Ну, первая компания вот так попал, в другую компанию я попал так, что мне просто написали на email. Я даже не спрашивал, откуда они меня нашли. Может быть, на российском сайте, может быть, на LinkedIn. Но факт в том, что я старался активно вести там свои профили и держать их в актуальном состоянии. А что делать, Михаил, если тебе не пишут эти компании? Но при этом ты хочешь найти заграничную компанию? Можно, в принципе, попробовать самому. Вот на примере того же Тамерлана Азиева, он сам писал компаниям зарубежным, и уже они назначали какие-то интервью, и таким образом у него получилось в первую компанию выйти. Но при этом он знал английский. Да. Понятно. Хорошо, давайте тогда будем постепенно завершать нашу трансляцию. Я думаю, в принципе, уже хватит последний вопрос. И если будут у людей вопросы, мы ответим, и можно будет
нам расходиться. Валейкум ассалам. Наверное, последний вопрос, который будет, это, наверное, давайте так. Мы теперь поняли, какие есть профессии, мы поняли, где потенциально можно искать профессии. Это Headhunter сайт, Мой Круг сайт, и если хотим в иностранной компании идти, это LinkedIn. И Если говорить про дизайн, то можно находить работу на Behance и Dribbble, эти площадки, где люди выкладывают свое портфолио. Если ты активно их ведешь, там очень часто обращаются к тебе. И что касается еще, где находить работу, как раз-таки, я думаю, наше сообщество будет способствовать тому, если, допустим, человек выходит куда-то на работу, у него уже часто появляется возможность подтянуть других людей. Дизайнеров или программистов? И программистов, если дизайнер выходит в какую-нибудь зарубежную компанию, и если там уже требуется разработчик, то он может советовать уже своих знакомых. Что мне нужно знать как потенциально твоему, скажем, как кандидату и вообще дизайнеру, чтобы я вот смог в твою компанию устроиться, который ты хочешь? Что я должен выучить? Это зависит от того, кто им нужен конкретно. Если им нужен React Native разработчик, то тебе надо знать React Native. И если нужен дизайнер, это все зависит от того, какие требования, что нужно. У нас есть уже опыт внутри нашей команды небольшой, когда один человек куда-то устраивается, и он уже приглашает уже остальных своих друзей туда же. Поэтому это очень такой хорошая возможность. И, может быть, наше сообщество, иншаллах, если будет развиваться и будут появляться новые программисты, это в геометрической прогрессии может будет такая тенденция, что все будут устраиваться на работу, каждый будет друг друга подтягивать. Понял. То есть тем, кто начинает изучать эту профессию сейчас, по идее, должно быть легче, чем нам. Это почему? Как сказал Берт, потому что мы уже имеем какие-то контакты, и через это сообщество и интернет мы сможем других людей туда... У нас же есть сейчас вакансии свободные. Мы их можем повесить, и уже ребята, которые хотят изучать, они могут именно нацелиться на какую-то вакансию, изучать подробнее именно вот это направление. Да, это ты верно сказал, потому что самая моя большая боль, я ее писал в нашем канале, и когда искал джуна, это то, что ты хочешь, чтобы в твоей команде был программист-ингуш, но не можешь его найти, потому что вот нету. Ты готов подсказать этому ингушу, чтобы он... точнее, я готов именно в сообществе помочь нашим ребятам, чтобы они двигались в том направлении, в котором хотелось бы, чтобы в моей команде был такой человек, такой программист. И мы готовы помочь, мы готовы сделать так, чтобы вы в правильном направлении двигались. Соответственно, вам нужно задавать вопросы. Бояться стесняться, говорить, а может мой вопрос будет глупо звучать, может меня не так поймут, этого вообще нету смысла. Если же вы нам не будете задавать вопросы, то, когда вы станете крутыми программистами? Если же вы не будете задавать более опытным программистам, дизайнерам ваши вопросы, так и будете сидеть в ожидании того, что когда-нибудь вы найдете свою работу. И вот для этого сообществу это и нужно. Немножко поправить тебя. Прежде чем задавать вопрос кому-то, как я в своей статье писал, надо всегда уметь самому искать ответы на эти вопросы. Да, кстати, это очень хорошее замечание. Если ты не можешь найти ответ, тогда уже нужно обращаться, не потому что там кому-то лень отвечать на эти вопросы, просто это очень важный навык в человеке, когда человек сам может найти ответ на нужный вопрос. И, в принципе, на любой вопрос касательно программирования или дизайна ответ уже есть в интернете, и чаще всего его найти можно очень быстро одним запросом в интернет. Поэтому нужно уметь быть немножко самостоятельным, искать то, что тебе нужно. Но и обращаться, конечно, тоже нужно
к более опытным, может. Да, просто не нужно стесняться. Как бы ты сильно не смущался, типа, ну, не надо стесняться, просто задай вопрос. И вот у нас много в чате есть ребят, которые, ну, много, я отмечу, в чате есть ребят, которые не знают нормально там ту или иную технологию, язык программирования. И никакого там, типа, знаешь, смущения не должно быть, что, блин, вот этот чувак знает хорошо программирование, а я тут ничего не знаю, и я не буду задавать вопрос. Так что мы чисто создали это сообщество ингушское для того, чтобы наши ребята-ингуши смогли понять, что в этом сообществе они смогут развиваться. И, соответственно, если я тебе помог, то сделай так, чтобы ты помог другому, своему соотечественнику, ингушу, помог тоже изучить там, или помочь с каким-то вопросом, ответом и так далее. Только кстати, образом. Вот по этому поводу я вчера только читал, что с Древнего Востока есть 3 правила. Первое – это повинуйся, когда ты то просто повторяешь то, что делает другой. Второе – это помогай, это когда ты помогаешь своему учителю, задавая какие-то конкретные вопросы, чтобы самому углубиться. И третье – это повинуйся, помогай и спорь. Спорь – это когда ты уже сам чего-то обучился и, ну, типа, оспаривая какие-то прошлые знания, помогаешь другим. Это то, что... Ну, конструктивно, опять же. Понятно. Хорошо, ну, в целом понятно. Давайте вкратце резюмировать теперь касательно именно сообщества. Я думаю, можно завершать. Интернет мы создали для того, чтобы помогать нашей молодежи и не только молодежи изучать дизайн и программирование. Тут есть крутые дизайнеры из зарубежных компаний, из российских компаний. Также есть крутые программисты из тоже зарубежных и российских компаний тоже в разных направлениях. В веб-разработке, фронт-энд, бэк-энд. Постепенно еще к нам подтягиваться, иншаллах, будут и мобильные разработчики. Но если у вас есть желание изучить мобильную разработку, по крайней мере, мы можем попытаться вам подсказать, что именно изучать. По крайней мере, и там Ибрагим с мобильной разработкой работал, я тоже, и может чем-нибудь поможем. Касательно этого вопроса, вот хотелось бы уточнить. И последнее. Кроме того, что мы будем вообще просто общаться круто, интересно, там статьи тоже читать интересно, но у нас также будут проходить конкурсы. И, иншаллах, мы будем проводить конкурсы по дизайну, мы будем проводить конкурсы по программированию, соответственно, будут эксперты, которые будут оценивать ваши работы. Это вам позволит развиваться, изучать там программирование и дизайн намного лучше, понимать, на каких ошибках вы что сделали неправильно, и эти ошибки исправлять в дальнейшем. Благодаря именно конкурсам. И вот примерно так. И будут, соответственно, у нас подкасты проходить, как вот примерно этот. У нас это первый подкаст, и, возможно, кому-то может показаться сложным, возможно, кому-то может показаться слишком непонятным или скучным. Но, опять же, мы постепенно будем тоже развиваться, понимать, где мы не правы, где мы правы. Мы тоже не идеально все знаем. Будем изучать это и объяснять намного лучше все. И если у вас есть желание подключиться к нашим подкастам, если вы реально хотите подключиться и что-то интересное рассказать из мира программирования, дизайна, там, SMM, я не знаю, там, или из чего-нибудь еще, там, неважно, из чего из Digital, то можете подключиться к нам, написать нам в чате, или можете личку написать там Берду, мне или кому-нибудь еще из тех, кто там активно ведет именно это сообщество. Мы вас подключим к нашим подкастам и проведем интересную беседу на какую-нибудь тему, которую мы все вместе выберем. Так что не думайте, что если мы тут четвером сидим, то будет так всегда. У нас гости будут меняться, и темы всегда будут меняться. В скором времени мы будем обсуждать по дизайну тоже, и дизайнеров тоже заинтересуем. Так что вроде бы все. Давайте... Интересный вопрос, я быстро на вопросы, да, посмотрим в чате, и если больше их не будет, можем закругляться. Спрашивают, со скольки лет не поздно начинать? Но я думаю, ограничения по возрасту нету на самом деле, потому что, допустим, тебе 40 лет, и ну, в среднем на освоение программирования или дизайна уходит, ну, может быть, 2 года, чтобы выйти на какой-то middle уровень, средний уровень. Если я не прав, поправьте меня. И ты тратишь 2 года, но дальше ты можешь уже получить работу и зарабатывать. Многие боятся в таком возрасте начинать, они думают, 2 года
мне надо 2 года тратить на это, зачем? Но говоря это, они продолжают сидеть, не работают, ничего не делают, проходит 2 года, проходит 5 лет, это время уходит просто. Поэтому не поздно никогда начинать, если у тебя есть силы, если ты чувствуешь, что у тебя есть энергия, чтобы все это осваивать, не поздно. Я могу ответить на этот вопрос тоже, и он кому-то может показаться неприятным, но это лично мое мнение, и исходя из своего опыта делал вывод такой. Поздно начать изучать программирование, когда тебе 35 и больше. Если тебе 35 и больше, то не сказать, что нет смысла изучать программирование, но попробовать стоит. Но опять же, это уже довольно-таки поздно. У кого есть склонности к этому, у него они были всегда всю жизнь, но он не пробовал. Но есть даже в 35 люди, которым это легко дается, и они могут освоить это. Да, такие есть люди, но их мало. Так что тут такой момент. Опять же, пробовать всегда стоит. Что бы я ни говорил, что бы Берт не говорил, кто бы что ни говорил, сначала попробуйте. Когда вы поймете, что в 35 поздно, обязательно напишите мне, чтобы я это добавил в свою статистику. Как-то вот так вот. Тут еще вопрос есть. Какой тут вопрос? Тут задают вопрос касательно того, а приблизительная дата конкурса по программированию известна. Очень интересно получить фидбэк от знающего человека. Мы пока, у нас это в планах, и мы пока будем рассуждать, начать конкурс по дизайну или по программированию, так как сообщество молодое и желание есть попробовать сделать конкурс. Мы обязательно напишем это в телеграм-канале нашем, интернете, и там уже будет все ясно. Так что те, кто не подписались к интернет-телеграм-каналу, ссылку я сейчас попробую скинуть на наше сообщество, и подключайтесь туда, чтобы быть в курсе всех новостей, которые мы будем проводить. Так что Хамзат Сенероев пишет, покинул чат. Ну, Хамзат Сенероев один из примеров, когда, в принципе, не поздно начинать. Так что, опять же, видите, я могу ошибаться, но это редкий случай. Короче, не суть. В общем, как начать и до конца дойти, пишет My Name Is. Как начать и до конца дойти? Он утверждает, my name is, как начать и до конца дойти. Мне кажется, что... Странно, что у него в имени есть вопросительный знак. Мне кажется, как начать и до конца дойти. И если тебе это не интересно, то сколько бы ты ни начинал, ты до конца не дойдешь. Наверное, так. Если тебе это хотя бы немножко интересно, то и ты понимаешь, что тебе лень это изучать, но тебе это интересно, старайся хотя бы уделять этому по часу, по 2 часа в день. Или через день, там, через 2 дня. Не напрягай, по крайней мере, свой мозг, если ты понимаешь, что ты часто это забрасываешь. Но опять же, старайся хотя бы в неделю, я не знаю, там, по 2-3 часа уделять. Может быть, потом тебе рано или поздно это будет интересно. Так что вот такие вот дела. В общем, всем Баркл, кто подключился к нашей трансляции, всем, кто ставил лайки Баркл, особенно Баркл всем экспертам, которые тут были. Так что, иншаллах, сообщество будет продвигаться. Надеемся на вашу инициативу, что вы тоже проявите свою активность. И если будут вопросы, будете их задавать. Мы все будем пытаться из этого сообщества делать что-то полезное для нашей молодежи и для всей нашей республики Ингушетия. Так что вроде мне больше добавить нечего. Всем ассаламу алейкум, наверное, пожелаю бисталхал и все остальные, думаю, тоже. Да, ассаламу алейкум. Алейкум.